В эфире программа «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфелина Алексеева. Добрый вечер. С октября текущего года стартует тестирование цифрового рубля новой формы денег. Расскажем, что это такое и как им пользоваться. 10 тысяч домов попали под проект социальной газификации и пользуются природным газом. В Москве состоялась торжественная церемония награждения медалью «Отец солдата» и национальной премией «Окопная свеча». 9 сильнейших команд из разных школ Мирнинского района соревновались на самообладание в критической ситуации. В Мирном состоялась пожарная эстафета. В Нерюнгри подвели итоги самых ярких и запоминающихся событий уходящего года. Расскажем подробнее. В России активно идут разработки, связанные с переходом на электронные валюты. Так, с октября текущего года стартует тестирование цифрового рубля, новой формы денег, равной обычному рублю. О том, что это такое, как им пользоваться и кому следует ожидать денежные поступления в новой купюре, расскажем подробнее. В стране впервые провели выплату субсидий цифровыми рублями. Ее совершила кредитно-финансовая организация АК «Барс» при поддержке Министерства финансов Республики Татарстан. Об этом на полях Финополиса 2025 сообщил первый заместитель председателя правления банка АК «Барс» Тагир Каримов. Но что же это за форма денег? Цифровой рубль – это третий вид валюты в России. Он представляет собой код на специальной платформе Центробанка. Его курс равен 1 к 1 по отношению к традиционному рублю как в наличной, так и безналичной форме. Новая валюта будет храниться в цифровом кошельке гражданина, который откроет Банк России. Доступ к нему и управление им будет осуществляться через мобильное приложение банка пользователя. Таким образом, цифровой рубль выступает как дополнительный счет, предназначенный не заменить, а расширить функционал обычной банковской карты. Главная цель ввода нового вида денег – обеспечить бесплатные денежные переводы между физическими лицами, а также упростить процесс оплаты товаров и услуг. Центробанк гарантирует высокую скорость транзакций, отсутствие комиссий и возможность проведения операций в офлайн-режиме. С 1 августа 2023 года в силу вступили основные положения использования цифрового рубля как новой формы валюты, закрепленные в законодательстве. С этого момента Банк России и коммерческие банки начали пилотное тестирование данной формы денег. 23 июля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Однако 1 октября 2025 стартовал первый этап. С этого момента часть федеральных расходов и отдельных социальных пособий оформляются в новой форме денег. Стоит отметить, что переход является добровольным. В случае, если гражданин отказывается подключать цифровой кошелек, выплаты придут традиционным способом. Уже с начала 2026 года цифровой рубль станет доступен для всех видов федеральных выплат, включая пенсии, стипендии и зарплаты бюджетникам. К 2027-му его применение должно расшириться на региональные платежи и внебюджетные фонды. Новая форма денег будет доступна для использования в банковском приложении. Появится возможность расплачиваться цифровым рублем за покупки, отправлять его другим людям или оплачивать им услуги. Магазины и сервисы уже готовятся принимать такие платежи. Для покупателя они будут осуществляться по специальному QR-коду или через выбор опций в приложении. Прямое снятие цифрового рубля в виде наличных невозможно, так как он существует только в электронном виде. Однако его можно бесплатно и моментально перевести на обычный счет для последующего снятия физических купюр. Новая валюта всегда доступна, она не исчезает, не обнуляется и не сгорает при отключении интернета или телефона. Цифровой рубль находится в защищенном хранилище Центробанка, и в любой момент его можно вернуть в привычную форму. Банк России также отмечает, что счета для новой формы денег не создаются автоматически. Открыть их может только владелец счета через мобильное приложение, зарегистрированное в системе цифрового рубля. В Якутии по программе социальной газификации на сегодняшний момент подвели газ ровно 10 тысячам домохозяйствам. Получателем с круглым числом стала семья Хлопковых, поздравить которых прибыл глава республики Айсен Николаев. О том, как проходит газификация в республике, узнаем в следующем сюжете. Семья Хлопковых в селе Хатасы проживает совсем недавно. Строительство дома началось в прошлом году и закончилось летом текущего. Дом получился большим и просторным. Насчет газификации узнавали, что, как это все делается, этапы работ. Ну и узнали от знакомых, от друзей, то, что такая есть программа, социальная программа, о том, что многодетные тоже входят туда. И пошли туда,
Сахатранснефтегаз. Там и проконсультировались, узнавали, что надо, как это делается. Все нам объяснили. Поздравить семью Охлопковых, чей дом стал 10-тысячным объектом президентской программы, прибыл глава республики Айсен Николаев. Семья встретила его, накрыв стол различными угощениями. Теплые полы, холбанон туразлар. Дети очень рады, босиком бегают, очень рады теплу. Ну и вот готовить это и дешевле, и быстрее с газовой плитой. Сейчас Якутия в предоставлении соцгазификации занимает лидирующее место по Дальнему Востоку и 7-е по России. 10 тысяч домов получили доступ к пользованию природным газом. Лидерами по подключению стали Якутск, Медино-Кангаласский и Чурапчинский улусы, в которых газифицировали больше половины домохозяйств Якутии. Сегодня мы уже говорим о том, что нужно продолжать газификацию в том же самом Хатасах, потому что Хатас растет по численности населения. Об этом сегодня и Евгений Николаевич Григорьев говорил. Другие села надо газифицировать. Есть у нас большой проект газификации Левобережья, Верхневилюйского улуса. Большой проект, который мы тоже должны реализовать. В целом, те задачи, которые перед нами ставит руководство в лице нашего главы Айсена Сергеевича Николаева, они выполняются. Программа продолжает свою работу по газификации домохозяйств республики. Ее может получить бесплатно любая семья, чей участок и дом уже зарегистрированы. Нужно лишь подать необходимые документы, и в указанные сроки газ будет подведен и подключен к домам, обеспечивая комфорт и тепло жильцам. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Хатасы. В Москве состоялась торжественная церемония награждения медалью «Отец солдата» и национальной премии «Окопная свеча». Мероприятие, организованное Всероссийским общественным движением «Отцы России», приурочено к празднованию Дня Отца и объединило семьи героев, волонтеров и представителей власти. Медалью «Отец солдата» в этом году награжден 21 человек в 2 номинациях – за личный пример и за воспитание защитника Отечества. Среди награжденных Василий Юргин из Алданского района. Его сын Игорь Юргин, командир легендарного отряда «Черный мамба», за боевые подвиги на СВО был удостоен золотой звезды Героя России. В октябре награды «Отец солдата» также будут вручены в 56 регионах России. Всего медали получат более 700 человек. Лауреатом национальной премии «Окопная свеча» стала меценат из Якутии Ольга Голдобина. Ольга Вячеславовна с 2022 года помогает участникам СВО, организует благотворительные сборы, передает в дар слуховые аппараты раненым бойцам. Он у меня тем более единственный сын. Пропадал много времени, я вообще терял, годами его не было. Ни на связь не выходил. Пока его не ранило, то привезли в Москву в госпиталь. Только тогда я узнал. Он уже вышел сам на связь. А до этого я вообще не знал, где он, как он, представляет. И все время переживал, конечно, отец, не женщина, отец не все равно. Ну, это нервы. Вот эта награда, она конкретно мобилизует, она не расслабляет, она не говорит о том, что все закончилось. Она говорит о том, что все будет всегда продолжаться. Продолжаться должна работа и в мирное время, продолжаться должна работа с подрастающим поколением обязательно. Мы должны работать с нашими детьми, учить их быть патриотами своей страны, своей республики. Несколько тысяч подарочных наборов для бойцов СВО ждут момент отправки на новые территории. Каждому государственному и республиканскому празднику правительство республики и волонтерские организации готовят подарки для воинов из Якутии. Подробности в следующем сюжете. Вот так, выстроившись в цепочку, сотрудники службы спасения переносят со складов в кузов фуры несколько тысяч подарочных наборов, которые через пару недель вручат бойцам из Якутии, которые находятся в зоне специальной военной операции. В наборах якутские деликатесы, элементы экипировки и предметы первой необходимости. Перчатки, морс, благовония, уха, вот, шевроны, покрывало спасательное, жгут эсмерка. Так, а также вот энергетик и вот бандаж израильский, монпасье, вот, таежная с кедровым орехом колбаса, палочки охлажденные,
СХПК «Тюмень», тоже местного производства. Подарки ко Дню народного единства получат бойцы на передовой, а также те, кто сейчас находится на лечении в госпиталях Министерства обороны. Загружаются продуктовые наборы, а также адресные посылки, продукты волонтерских организаций, которые будут направляться в город Новоазовск. В дальнейшем передаваться будут в войсковые части. Часть продуктовых наборов будут направляться в город Москва, город Санкт-Петербург, Хабаровск, Улан-Удэ и город Уссурийск для выдачи непосредственно военнослужащим из Республики Саха-Якутия. Сотни людей в тылу трудятся над тем, чтобы подарочные наборы, преодолев 1000 километров, оказались на новых территориях и попали в руки бойцов, для которых это не просто картонная коробка с подарочным набором. Для них это знак и понимание того, что их помнят и ждут дома с победой. Александр Хавренко, Аэлита Махно, Якутск. 9 сильнейших команд из разных школ Мирнинского района доказали, что они не только быстрые и ловкие, но и умеют работать в команде и не теряются в критической ситуации. В Мирном состоялась захватывающая пожарная эстафета, посвященная светлой памяти Виктора Порядочных, отдавшего жизнь при выполнении воинского долга в зоне СВО. Более подробно смотрите далее. Пожарная эстафета «Всегда готов» собрал 9 лучших школьных команд. Юные участники продемонстрировали не только быстроту реакции и физическую подготовку, но и умение действовать сплоченно перед лицом трудностей. В 2015 году впервые в Мирнинском районе прошел оборонно-спортивный турнир «Всегда готов», инициатором которого был учитель школы номер 7 Виктор Васильевич Порядочный. Вот уже второй год мы возобновили это мероприятие. Испытания оказались серьезными и увлекательными. Надеть боевую одежду пожарного быстрее соперников, смело спасти условного пострадавшего, оказать помощь пострадавшему в экстремальных условиях, быстро закрепить веревку и правильно развернуть рукав. Это круто, это весело, это помогает учиться чему-то новому. Это, так скажем, расширяет наш кругозор. Самыми трудными испытаниями на сегодня были, наверное, медицинская помощь, оказание первой помощи и проведение сердечно-легочной реанимации. Наверное, они были трудными, потому что прошлый год они не встречались. В этом году, честно, задания очень сильно были упрощены. Касательно, допустим, подцепления тех же стволов. Вроде какие-то задания легче стали, но опять же добавили вот это оказание первой помощи. Для нас это впервые, мы к этому не готовились. Особое внимание организаторы уделили именно практической подготовке детей к возможным чрезвычайным ситуациям. Обучение правилам оказания первой помощи становится важным элементом программы мероприятий. Это дает школьникам ценные знания и навыки, необходимые для сохранения здоровья и спасения жизни окружающих. А сама эстафета стала символом преемственности поколений, объединяя прошлое и настоящее. Участники соревнований показали достойный пример патриотизма и стремления к совершенству. Анна Васильева, Мирный. Школа номер 1 города Якутска будет готова открывать свои двери для учеников уже в следующем году. Образовательный трехэтажный объект на 253 места предоставит ученикам все необходимые условия для комфортного обучения. На данный момент бригада рабочих проходит заключительный этап облицовки фасада, а также кровли крыши. Большая часть работ перешла внутрь здания. Подключение отопления, электричества, водоснабжение и отведение, а также отделка помещений, укладка плитки, покраска и многое другое. Строительные работы по ее благоустройству планируют завершить в декабре этого года. Все работы ведутся параллельно. Например, по отоплению уже почти 99. Сегодня должен последний стык сделать. По кровле у нас уже 98. Сегодня должны закончить по кровле. По наружным работам, наружные, фасадные работы, все ведется. Вы сами, наверное, видите, в центре как стоит. Фасадные еще не закончены по наружным работам. И вот благоустройство.
Республиканский лицей-интернат презентовал собственную книгу. 2 года выпускники школы и учителя трудились над этим изданием. Сборник объединил архивные фото и данные 50 лет работы интерната. Как отмечают сотрудники лицея, за долгие годы работы учреждение выпустило порядка 4000 учеников, и каждый из них с теплом отзывается о школьных годах. Сегодня же лицей гордо носит звание одного из лучших средних образовательных учреждений Дальнего Востока. Учащиеся республиканского лицея-интерната, они активно и успешно участвуют во многих международных, всероссийских, региональных олимпиадах и всегда показывают высокие результаты. И вот, например, по последним данным нашей школы, в этом году 8 выпускников сдали единый госэкзамен на максимальные 100 баллов. Проведение множества манипуляций и процедур студенты Алданского медицинского колледжа теперь смогут осваивать в современных мастерских. В новых мастерских будут проводиться как практические занятия, так и конкурсы профессионального мастерства и демо-экзамены. На презентации побывали и наши корреспонденты. Наложите накладки на оголенную грудь пострадавшего. Анализ сердечного ритма. Состояние пациента оценивается как жизнеугрожающее, и до транспортировки в стационар больному следует оказать экстренную помощь. Ряд первоочередных мер, необходимых в подобных ситуациях, будущие медработники продемонстрировали гостям на презентации инновационной мастерской по лечебному делу, открывшейся в Алданском медицинском колледже. В реанимобиле, значит, у нас очень много аппаратуры, которую должны будут освоить студенты, фантомы, которые должны будут освоить студенты, перевязки на, допустим, на ранах. То есть здесь мастерская дает большие возможности для получения навыков в условиях транспортировки пациента до приемного покоя. Мастерская по лечебному делу стала одной из 2 инновационных площадок, появившихся в Алданском медицинском колледже. Также гости посетили мастерскую по акушерскому делу. Первый модернизированный модуль здесь оснащен для оказания помощи беременным и роженицам в условиях фельдшерско-акушерского пункта. На втором модуле студенты смогут освоить навыки ухода за женщинами и новорожденными. Вы знаете, я очень шокирована такими мастерскими. Было бы в нашем время такие мастерские. Но я уверена, что на таких и манекенах, и с такой аппаратурой, со всем это можно научиться многому. И мы будем надеяться, что к нам придут хорошие специалисты. То есть они будут уметь и знать, как делаются все манипуляции, которые необходимы в стационаре. Средства на открытие мастерских медколледж получил в рамках единой президентской субсидии при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Обновление материально-технической базы учреждений среднего профобразования ведется в соответствии с задачами национального проекта образования. По этой линии идет тесное взаимодействие с образовательными организациями Дальнего Востока. Конечно, мы очень рады, что федеральные органы видят потенциал в нашем колледже, и оснащение современным инновационным оборудованием позволит нам более качественно готовить наших студентов по специальностям фельдшерское дело, акушерское дело, а также проводить первичную специализированную медицинскую аккредитацию, а также расширить профориентацию, чтобы наши ученики, которые приходили к нам на экскурсии, уже определились с выбором профессии. Стоимость оборудования для мастерских превысила 10 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального и регионального бюджетов. Также на ряд целей колледж направил собственные финансы. Часть средств предусмотрена на переподготовку преподавателей. Все педагоги обучились работе на инновационном оборудовании. Мы находимся в тесном контакте с производителями. Также сейчас у нас 3 преподавателя поедут на обучение 5000 мастеров. В новых мастерских, оснащенных в соответствии с образовательными стандартами, будут проводиться как практические занятия у студентов, так и конкурсы профессионального мастерства и демонстрационные экзамены. В рамках презентации студенты также провели для гостей мастер-классы по оказанию различных видов медицинской помощи. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Все, что мы сегодня знаем о Серге, заслуга одного человека. Свое 80-летие отмечает выдающийся якутский этнограф Вильям Яковлев. За свою долгую исследовательскую деятельность он изучил порядка 1500 ритуальных коновязей. Некоторые из них представил Якутский музей имени Ярославского. Подробности в материале Саргланы Неустроевой. Если вбить в поисковую строку браузера слово «коновязь», первой картинкой вы увидите «Наше якутское Серге». Об этом объекте материального наследия знают во всем мире, и все благодаря Вильяму Яковлеву. Благодаря инициативе Вильяма Федоровича Яковлева, благодаря его исследованиям, были поставлены Серге в различных частях мира, доходя вплоть до Латинской Америки, до Северной Америки, там в Канаде, в США, Мексике, там в Исландии, на Аляске, во Франции ставили. Поэтому неудивительно, что именно якутская коновязь легла в основу уникальной выставки, открывшейся в музее имени Ярославского в столице республики. Экспозиция представила найденные этнографом Серге, каждая из которых стала частью шаманского ритуала. Столбы ставили, когда желали большого урожая, рождения детей, защиты родного края и даже дома. Самое раннее происхождение артефактов при этом датируется 19 веком. Все деревянные идолы, Серге, они датируются 19-20 веком. 19-20 веком. Все почему? Потому что деревянные объекты они плохо сохраняются, к сожалению. И не только из-за особенностей материала, но и, конечно же, и различных природных катаклизмов, например, лесные пожары, наводнения, и так далее, и так далее. Экспозиция небольшая, но даже такая часть колоссальных изысканий Яковлева раскрывает все разнообразие Серге. Каждая из них отличается своими особенностями и направленностью на разные ритуалы. И так простая коновязь раскрывает то, чем жили наши предки и чего так искренне желали. Сарглана Неустроева, Аэлита Махно, Якутск. Накануне приближающегося 50-летия города Нерюнгри началось подведение итогов самых ярких и запоминающихся событий уходящего года. В этом году прошло празднование большого юбилея Великой Победы, масштабный Исэх Олонхо. На мероприятии с подведением промежуточных итогов побывали и наши коллеги. В городском центре культуры собрались представители предприятий, образовательных и культурных учреждений, общественной организации, творческие нерюнгринцы, вложившие свои силы в организацию масштабных мероприятий 2025 года. На главной сцене они получили заслуженные награды за содействие и активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летнему юбилею Великой Победы и национального праздника Исэх Олонхо 2025. Благодаря каждому из вас, благодаря вашему патриотизму, таланту, мастерству, в этом году Исэх Олонхо стал незабываемым событием в жизни республики, объединившим народы, культуры и поколения. И он по праву вошел в историю, культурную историю республики, как один из лучших исэхов за все время его проведения. Творческие коллективы Нерюнгринского района повторили большой концерт «Сияние самоцветов», который проходил в заключительный день Исэх Олонхо в Нерюнгри. Яркое мероприятие собрало множество зрителей, которые смогли вновь окунуться в богатую культуру творческой самодеятельности Нерюнгринского района. Во-первых, мы как волонтеры готовили этот праздник большой. К сожалению, на нем самим не удалось побывать, но подготовка занимала, конечно, большой промежуток этого времени. Мы плели солому, длинные километры этой соломы. В принципе, все равно вот эта деятельность, она очень сильно сближает с той национальной культурой в республике, в которой мы находимся. А творчество нерюнгринцев я всегда очень сильно поддерживаю, популяризирую всеми возможными доступными средствами, потому что люблю этих людей, что с ними вместе работаю и в культуре в том числе. Мне очень нравятся наши коллективы, я и сама в одном из коллективов участвую, поэтому я очень люблю ходить на такие концерты. Этот концерт был подготовлен к Исэх Олонхо, в котором я сама принимала участие летом, а сейчас уже вышла на работу и пришла поболеть за девчат, мальчиков, с которыми танцую в одном ансамбле «Артек». И сын мой выступает тоже на сцене в «Апельсине». Очень всегда волнительно смотреть эти выступления и радостно. Большой концерт творческих коллективов стал настоящим словом благодарности и освежил в памяти неподдельные эмоции, полученные на празднике. А для тех, кто не смог присутствовать на Исэхе Олонхо,
Это стало возможностью прикоснуться к народному празднику, напомнив о важности сохранения культурного наследия. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.